Качество по-российски. Милые женщины, поздравляем вас с праздником весны, 8 марта. Дорогие женщины, поздравляю вас с днем 8 марта. Желаю вам всего хорошего и счастья. Всех женщин поздравляю с праздником 8 марта. Желаю им здоровья, главное, чтобы были здоровые, красивые и счастливы. С 8 марта, дорогие женщины, всего самого лучшего, хороших мужчин, цветы и всего остального. Уважаемые женщины, якутяночки, чтобы были еще краше. И не только в праздничные дни, а в обычные дни, что радовали нас мужчин. А мы будем вас за это любить. Поздравляю женщин с праздником весны, любви. Желаю всего хорошего. От всей души, искренне, с любовью поздравляю. ГОСТ от Хотуаз. Победа традиций и качества. Вниманию жителей Намского Улуса. 10, 11 и 12 марта в селе Намцы в кинотеатре Сардана состоится выставка-продажа продукции местного производителя «Саха Мебель». Стильная, удобная мебель для вашего дома и лично для вас. Оформление в кредит на месте. Приходите. Модельное агентство Нюргуяны Яковлевой представляет календарь 2006 года одной из самых красивых девушек России Сарданы Корякиной. Пусть красота улыбается в каждом доме. Быстро едет. Такси, однако. Такси 3 четверки, 3 восьмерки. Музей-заповедник «Дружба» к столетию со дня рождения Дмитрия Кононовича Сивцева Саруна Амалона приглашает всех на народное весеннее гуляние на свежем воздухе. Экскурсионное обслуживание, катание на лошадях, на санках, горячее питание, а также для настоящих мужчин новинка сезона «Спортинг». Наш адрес – Усть-Алданский Улус, село Сотенцы. Новости в эфире. Добрый вечер. Следующие 20 минут. Смотрите коротко о главном сегодняшнего дня. Президент Вячеслав Туров сахасыргер көңүлсүстүү сайдарыгар тугуламыт муннягы салайда. Европатагы космос агентствотун көмөтүнөн өлүнөрүс туругун үһөттен көрө көсөп диен бүгүн Хотугу форум семинаргар эринетилер. Правительство жаһалынан сахасыргер сиранынага объекттер радиационный туруктарын паспорттыктыра. Бүгін президент Вячеслав Туров спортивный тусту федерациятын брабланетін мұняғын салайын ұйтты. Мұняқ сүнінен аспыт 2-5 жылға федерация біләхінен бапуроғын спортсменнар күріқтарға күттілерін, онна 2-6 жылға бұланы көпсеттілер. Ровно отут сыланыра түгір Монреальға болбыт Олимпиадаға сағат ұстуқтара сүрді сетихеленен тұралар ол күрдік. Олимпийский чемпионар Павел Пенегин, Роман Дмитриев етенне, Александр Иванов атыры бүтін андойдуға білді біттірі. Күн бүгін Республика спортивный тусту федерацията саңа Олимпийский чемпионары білемнен итен тахарыға улахан үләне ұтыр. Красастағы олатырға хәтті спортсмен дойду семердеме командатығыр бар. Аспыт сылтымығынан Россия үрдінен біхіге юниордар бұд командадан зачокка ненеке күйеңе халджаларман тахана Россия семердеме командатығыр саңасырын тустуқтардан үс юниор онна екке улахан жамбалы. Аспыт Олимпийский ойыныларын доқтарынан көрдіққа біхі Олимпийский медалиларға чуға соғысы жабықынан баран чуға соғысы жартан теңге тұстахыл жартан бастаки месте оларға әлбе қатын үлелерін алылар күште олар олығын мехна барыта мировой уровенға әлжабықынан баран бастырға өсі дағынан тоқ ұрағаттар балар. Билдели спортсмен Александр Кантоев билеген саңа яхаңа 6 келі атыстан үшөй көрдірілі. Оларын бұл яхаңа Россия үгіз күстәқ тұстуқтардағынан Александр атын дойду атыттан тұстырғар әтей керді. Бұл онына оғы спортивна сколарын республика анал статустағы үйерақ кығаларғар күбілдар тұғына вопростары Федерация президенті өссе да сүбәлі хеқ біттен әтті. Онынарғадан Александра Соловьева, Николай Необутов. Бүгін вице-президент Александр Кемов Саха Государственный университеті төріттеміті биохонсыллах үбілөйгер білімден чертетінен терьер комитет мұняғын салайды. Университет директоры Анатолий Алексеев үбілөйдәқ тірәйін үбіләйін бұлан бұхытынан кемигер баран ехердеті. Үйрақтайын федеральный агентствотын біләйінен университетка учебное лабораторное оборудование кәлектәқ. Манан себәстен рабочая бөліқ материальная техническая өтінен қатшылыға мұняқтаты.
Ona tenderi itiga dokumonları bilemnetiler. Olunyo itümügünen оборудование diyen sürbe bir anar milyon sol kovay keringe summa tüste. Olunyo 13 çıhılatıgar правительство ona Россия yürektehinin kıtarı Студенттер олорор жээлерин тутуга 2 соочаратын үбіләһеңе сөбіләһи түһәріс биттері. Үбілөйдәқтір әхін бұғытнан кулын тұтар сүрбе түйет, сүрбе 5 күндергер университеті арасыларға бітер бітергенан бастақы республикатағы форум болары бұланнанар. Бүгін Жакускайга күні саңар часка бүлілер сол 400 километргер грузовой массына конденсаторы тоғаннан бойерген олар сүрбе үз жесілаға соққалы. Бұл үхіс Борисовка района. Тақсыбыт бұғыланын себәстен ұқсала бұғыманғы управлениетін үләхеттері туғаннақ тірілтелер саққалы чөлігер түйерерге үләлі сылжалар. Жерлер тоңыр чинчелері соқ, кейі 6 час түрден мүйтаға система ұта 39 градус сыласыты. Специалистер бұл бұғыланы контролға ұлыбыт ден ехденерелер. Онтон бірген білібітінен кейі ағы саңар часка сақаламыт компенсаторы үлелетен бару балатылар. Бүгін Жакускайга қалан ұтын проблемата ден қотуғы форум семинара салғанар. Бүгін семинар кыттылақтыра Канадаттан сылжар специалист Сикор корпорация вице-президенті Чарльз Рендел докладын Сергей Хиттелер. Сикор корпорация бұға Европатағы космос агентсоватын кітары берге үлелерінен космостан научна чинчиіге анан снимак түхерен наукаға туханалары бит. Бұл 99 бірген кіржіктақ информацияден Чарльз Рендел ехтенерді. Сақасырегер өлөнер үстұрғын қалан кәмігер қанан қары тақсығын сөбін көрек қосып дейті. Сикор корпорацияның өтінен туханар боллаққа экономическа өттінен бұдан барыстақ болсу ден сақасырын специалистара бәлейті әтілер. Онтан Себескай бұлас кемгер сақа сіргер ядырны тептері чүп кестерәңі сылжывыт болағына бұйылғыттан правительство жағалынан сақа сіргер сираннан объекттері радиационный экологическай паспорттарын оңырор туғынан документ бігергенді. Салғы бұтуғынан Арина Мансурова кәпсір. Сақа сирин территориятгар тыынча 974 сылтан ағуан сеттаға дері, неп оны газ сирдерін өскетер сыллаға барыда 12 сир аннан ағы ядеріне дәлбі тептері болбуд. Тоғы хоны сылларға республикаға экологическай қамсағын сағаланыр дері бұ барата катанақ кестеліңі сылжыбыд. Бастаки ердир сұруғы отчатағыта ұссыры сүрдікі себетті депутата Андрей Борисов үппіт. Жа ол кәнде бұхағас информация болар. Онтан әлбәқ чинчер үлі ұтылдан меріне болуын көбәйі районға рестері болбыда білібіт. Білген қаз берді сірбейті паспорттақ. Объект радиационный экологический паспорыгар скважина ханан бара дәлбі тептері технический кәмәйе она тулалдыр сирин радиационный туруга толору сұрулар. 99 жылғы Россиятағы Ата Министерстветі Республика бұд правительствата оны алыроса, бұл стерилі бит сірдері чөлігер түйері туғынан сөбілен түйерсебіттер. Ол документтерчетінен бүкемге дәрі манлық паспорттағын айылға Христабылы Министерстветігер әрі алылар болағына білеген правительство тағамығар статуы дәді. Бұл үлі түмігінен алыроса акционерный компания аварийный сиддерге реабилитационный үлелері ұйтар. Бұланна ол күрдік бұсылға удачнайдағы кристалл ден объектка үлі ұйтарға қарчы көрілінне. Оттон әхіл марқа тайғатығар бар Кратон 3 ден объектка әме әбі үп көрілері бұланнанна. Маннык объекттары паспорттағын әйге кіртейден авария болутын торатар. Нәхілене дұробай тұрқтанарын қатчар саллақ оңылдар. Сонларған Аналина Мансурова, Николай Необутов. Бүгін Роспотребнадзорга болбут мұнняқа Россия қазды регионугар көтөр грибе турбутнан сақасыргер саскы бабулара болу ден әттілер. Көтөр грибе сақасыргер келелі гынан баран, кейхілуғар жағар құттала ақырыны сәретернадаттан вакцинация ұтықтыра. Ол гынан өбіләхен бапыруға көйен бұхарылыбаққа вакцина сақасыргер келелік. Етенне бүгін илтумен пресс-кинігер мен сақам сірі сүрбе бері сүйяғаден бүтін республикатағы үтіе жылы қамсағының 5 сыллақ өлетін түмігін толар кәпсәті спикер Нұргүн Тимофеев салалтатынан барды. Депутаттар үтіе жылы қамсағының контроллур салалта начальныға Иван Емельянов докладын ехеттілер, онына саналарын атастастылар. Бұл 5 сыл ұсата бары кәреті ұлыстарға, оны қораттарға, социальный объекттар тұтуға етенне нәхелене тас көстүйетін топсырарға әлбәқ үлі ұтылы бұтын бәлеті әтілер. Ол күрді күтуе жылы қамсағын чәрсетінен тұхынча 32 объект өріменненне уанна тұтылынна. Мантан сүрін солталаға 587 объект. Бұйыл бұл қамсағын чәрсетінен бәхөлегім саңа көстүйті ден аттанан 2 сүйек үлі сағаланар. 2-6 сылға бір айекка 30 миллион солковай үпкөрілінне. Мұньяқан әхіленне үтуе жылы чәрсетінен үліға көқтөқтік күттарын білеті әтілер. Етені түмікке. Бүгін Жакускайга Ярославский атынан крайы өретір музейге Россия архитектураға академиятын бачуаттақ академига сақасырын мастытуларын диреңатен өреппет Александр Аполовников үлетін бай сүді қылатын көрдірер ғыстапқа тағылынна.
Сахабыт серин 2 дойдутунан ағанар Александр Викторович Аполовников, Шеверскайынан, Жакускайынан, Халыманан, Индигиркеден сылжан, мастутулары бүтүннүүтүн дереңдик үйереден, деревянное зодчество Якутов кенегенди тахаттар быта. Маны тәңе академик Александр Аполовников салайытынан 1901 сыллаққа Жакускай корат острогун башнята реставрацияланбыта. Выставкаға Аполовниковы кыта тәңе үлелеспит доғыттыра атастара мустан ақтан сана настылар, ытчаттарға кеніне қолыбыр оңостон кепсәділер. Өрі береткетін кәті хәджерета, оны Яков Соргоевтен бұл скульптор үддақ үшейкін оңыр бұта, оны өлбүтін кәнеттен бұл беретін мен жануттан иджекәл бітін білейін, бейі музей бітер бар бұл выставкаға көстер. Амирни шиттёстырын урорго, онниче арахнай макеттарын урорго бейе қабереп біті. Маны тәңе выставкаға Вильям Яковлевка саха духовнаға сайдыдыгар өңөтін ehen меценатство атыттан медиалинен нағарадалатылар. Сонунарганан Лена Белолюбская, Андрей Рукавишников. Бүгінгі сүрін сонын бұкұрдық, салғы нұтчалы берені көрі. Спасибо, Фатима, и мы продолжаем. Прямо сейчас смотрите краткий анонс событий, вошедших в выпуск. Перспективы дальнейшего развития вольной борьбы были рассмотрены президентом республики. Авария в столице Якутии. Сегодня в 15:30 на 4-м километре Вилюйского тракта грузовой автомобиль снес компенсатор. 23 8-квартирных дома остались без тепла. Шапочное знакомство, званый вечер, посвященный этой части женского наряда. Сегодня президент республики Вячеслав Штыров провел расширенное заседание правления Республиканской Федерации спортивной борьбы. В ходе заседания был заслушан финансовый отчет Федерации за 2005 год, а также отчет о выступлениях спортсменов и планы на 2006. На сегодняшний день республика имеет 7 спортсменов среди юношей в составе сборной страны. Похвально, что в общекомандном зачете по России наши юниоры лидируют. Такого не было последние 50 лет, подчеркнул главный тренер республики. Также 3 юниора и 2 взрослых борца Якутии в составе сборной России. Пока остается сложная ситуация у Александра Кантоева. Он осваивает новый вес 60 килограммов. И хоть он и показывает стабильные результаты, но Россия в этом весе имеет очень сильных борцов, поэтому спортсмену, возможно, придется выступать за другую страну. А вице-президент республики Александр Акимов провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию Якутского госуниверситета. Члены оргкомитета заслушали ректора университета. Начато финансирование приобретения учебно-лабораторного оборудования для ЕГУ со стороны Федерального агентства по образованию. Проведены заседания рабочей группы по материально-техническому оснащению, подготовлены документы для проведения тендеров. Также проведены заседания рабочих групп по подготовке Всероссийской конференции, выставки и 4-й Всероссийской школы семинара. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий 24-25 марта пройдет первый республиканский форум выпускников ЕГУ. В Якутске продолжает свою работу семинар рабочей группы Северного форума по наводнениям. Сегодня наибольший интерес специалистов вызвал доклад вице-президента канадской корпорации Сикора Чарльза Рэндалла. Сегодня наибольший интерес специалистов вызвал доклад вице-президента корпорации Сикора Чарльза Рэндалла. Корпорация напрямую работает с Европейским космическим агентством, получая гранты на полный научный анализ снимков из космоса. Отвечая на вопросы участников семинара, Чарльз Рэндалл отметил, что информация, полученная из космических снимков, была проверена на поведении рек Канады. Достоверность составляет 99%. Корпорация Сикора имеет возможность в определенное время с заданной периодичностью поставлять снимки в заинтересованные ведомства с информацией о местонахождении заторов, кромки льда и прогнозом поведения реки. Нашу республику беспокоит экология, поскольку большая часть населенных пунктов республики находится на береговой части, как и нефтебазы и другие объекты. Поэтому важно заранее получить информацию, эвакуировать население, предупредить экологическую катастрофу. Для конечного пользователя, скажем, для соответствующих структур МЧС, Министерства охраны природы в Республике Саха-Якутия будут доходить не сырые космоснимки, а уже отработанные, обработанные, интерпретированные информации. Совместно с руководством нашего министерства с прошлой весны мы ведем переговоры с корпорацией Сикоры, и была достигнута предварительная договоренность о том, что на время предстоящего паводка на эту весну такая вот информация в республику будет поступать. Способ получения информации, предлагаемый корпорацией Сикора, не потребует концентрации больших экономических затрат, которые требовались республике до этого времени. Кира Курилова, Андрей Рукавишников. Новости для республиканского телевидения. И авария в столице республики. Сегодня в 15 часов 15 минут на 4-м километре Вилюйского тракта грузовой автомобиль снес компенсатор. 23 8-квартирных жилых дома остались без тепла. На устранение аварии были брошены все силы УГО-ЧС Якутска. Привлечена специальная техника. Сегодня в 3:15 был сбит компенсатор неизвестной машины, поэтому у нас
были порваны трубы, обратный трубопровод, и также был порвана канализация, напорная канализация. Ну, у нас в Борисовке 3 двухконтурная система. На данный момент второй контур работает и циркуляция в домах существует. Но теплоноситель сейчас где-то порядка 40 градусов. Через час, ну, даже может раньше, через полчаса запустим теплоноситель, и в домах восстановится тепло. Пробный запуск тепла через восстановленный компенсатор был запланирован на 20 часов 30 минут местного времени. Специалисты Республиканского Роспотребнадзора готовятся к сезону миграции птиц. В Якутске сегодня на встрече с журналистами говорили о мерах по предупреждению распространения гриппа птиц на территории республики. Специалисты принимают всевозможные меры. Это может сказаться и на традиционной весенней охоте. Вспышки заболевания уже регистрировались в 8 регионах страны. В мире от гриппа погибло 84 человека. Подробности в материале Алексея Соколова. На юге России уже зарегистрированы случаи массового падежа птиц. В Якутии сотрудники Роспотребнадзора делают все возможное по недопущению на территорию республики птичьего гриппа. Птицеводческие предприятия работают в закрытом режиме. Корма проходит термическую обработку. На данный момент разрабатываются предложения по предупреждению гриппа птиц в нашей республике. На примере, на опыте работы других регионов. Для профилактики гриппа птиц в России закуплены вакцины, но в Якутии они еще не поступили из-за проблем с финансированием. Мы еще обращаемся сейчас к правительству республики о том, чтобы они нам помогли в приобретении данной дозы хотя бы на первом этапе, для того, чтобы нам пресечь именно контакт домашней птицы с дикой птицей. Весна как раз является опасным периодом для Якутии. Перелетные птицы мигрируют со всех континентов. Специалисты не отрицают возможный запрет на весенний охотничий сезон. Что Роспотребнадзор, что Россельхознадзор, мы вносим одинаковое предложение, чтобы весенняя охота в этом году была запрещена. По опыту Новосибирской области уже были случаи, когда падеж частной птицы начинался именно с того, что охотники приносили дикую птицу во дворы. Специалисты Якутии учитывают опыт ликвидации уже пострадавших от птичьего гриппа регионов и называют все предпринимаемые меры вынужденными. Алексей Соколов, Андрей Рукавишников. Новости республиканского телевидения. 26 февраля вступило в силу постановление правительства России об ограничении ввоза ввозимых без уплаты пошлины товаров и чистоты поездок, в ходе которых граждане могут беспошлинно ввезти груз. Ввоз физическими лицами коммерческих партий товаров под видом товаров для личных целей является серьезной проблемой для региональных таможен. Согласно новому постановлению, физические лица смогут теперь вместо 50 килограмм беспошлинно возить 35 килограмм товара и делать это не чаще одного раза в месяц. Для того, чтобы защитить наших отечественных производителей, особенно в легкой промышленности. Ценовые ограничения остались без изменений. Сейчас граждане могут без уплаты пошлины ввезти в страну товары на сумму 65 тысяч рублей. В случае ввоза физическим лицом товаров, вес или стоимость которых превысят нормы, то на часть превышения начисляется пошлины в размере 30% от таможенной стоимости и не менее 4 евро за 1 килограмм. Повлияет на характеристики самого товара. На цены, ну, может быть и повлияет, но не столь сильно. По мнению специалистов, новая система ударит в первую очередь по мелким торговцам, так называемым челнокам. Новые ограничения могут коснуться и некоторых владельцев так называемых бутиков, которые также пользовались правом беспошлинного ввоза для пополнения своих магазинов. Ну это хорошо, с одной стороны. Наоборот, еще дешевле будут возить, еще хуже. Это очень даже повлияло. Возможно, новое постановление в скором будущем вытеснит с рынка мелких продавцов и произойдет укрепление бизнеса в целом. Татьяна Каракулова, Николай Необутов. Новости республиканского телевидения. Сегодня общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке подвело итоги своей 5-летней деятельности. Заседание прошло под председательством спикера Илтумен Нюргуна Тимофеева. За 2000-2005 годы практически во всех улусах и городах проведена большая работа по строительству социально значимых объектов, облагораживанию и улучшению внешнего облика населенных пунктов. В рамках движения добрых дел построено и отремонтировано 1032 объекта. В этом году начинается второй этап движения под девизом «Новый облик родного села, поселка». В 2006 году этот проект получит государственное финансирование.
И в завершении выпуска «Шапочное знакомство» в Национальном художественном музее республики прошел романтический вечер, основным условием которого стало обязательное наличие шляпки в вечерних нарядах приглашенных дам. Шляпки потеряли былую популярность, но все же их можно увидеть на редких светских рамках. Выставка действительно удивительная. Нет плотно утрамбованных в витрине шляп. Бесценные предметы не снабжены этикетками. Каждую вещь показывает сам владелец, коллекционер и, конечно, модели. Шляпка – это образ, это характер женщины. И у нас это первый вечер такой светский. Раут посвящен шляпочному знакомству. Шляпка может сказать о многом. Шляпа может сделать элегантной любую женщину. Она идет и дамам бальзаковского возраста, и молоденьким леди. Это придает женщине интеллигентность. Это очень удобно. Во-первых, не всегда успеваешь в наше время сделать прическу какую-то хорошую, да? Потом, извините, в моем возрасте уже проблемы с сединой. Я вот говорю, хорошо бы, если бы шляпы вошли в обиход. Сегодняшний вечер – это может быть первый шаг к возрождению таких традиций, таких вот светских вечеров. Разумеется, особенный интерес раут вызвал у тех представительниц прекрасного пола, кто любит и умеет добавить себе изюминку одним легким штрихом – кокетливой шляпкой. Елена Алексеева, Андрей Рукавишников. Специально для новостей республиканского телевидения. Это последнее, с чем вас успели познакомить. О развитии событий зрители национального телевидения узнают, как правило, в числе первых. Adidas. Новая коллекция в галерее «Ренессанс». Европейское качество по российской цене. Продукция из Белоруссии в сети магазинов «Женские костюмы». Запомните новый адрес: Октябрьская, 23/1 возле автовокзала. Уважаемые дамы и господа, ресторан «Ирбис» ждет своих гостей. В старом городе, в приятной обстановке, под звуки живой расслабляющей музыки, за красиво накрытым столом, изысканными блюдами, с высоким уровнем обслуживания незабываемо пройдет время вдали от городской суеты. Приходите отдохнуть в ресторан «Ирбис». Улица Кирова, 4, телефоны для справок 33 52 26 33 65 97. Весна в хорошем тоне. В преддверии весенних праздников каждому покупателю сотового или цифрового радиотелефона подарок. Будьте на связи с любимыми. Хороший тон.